В эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Марфирина Алексеева. Приветствую. Ежегодно 28 апреля Международная организация труда отмечает Всемирный день охраны труда. Традиционно в республике в апреле объявляется месячник охраны труда. В рамках месячника проводятся мероприятия, в ходе которых охрана и условия труда становятся объектом внимания. Как со стороны работодателя, профсоюзов, так и со стороны рядовых работников. О роли Федерации профсоюзов Якутии в преддверии месячника мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Валентин Федоров, руководитель главный технический инспектор Федерации профсоюзов Республики. Валентин Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое месячник по охране труда? Ну, во-первых, это такой месяц, когда проводится комплекс мероприятий по охране труда, который обеспечивает для работодателя обратить внимание именно на условия охраны труда, на улучшение условий охраны труда, на безопасность проведения работы. Также это повод, допустим, пересмотреть очень большое количество локальных нормативных актов. Не зря в месячник по охране труда в план мероприятий, большая часть мероприятий, то есть по охране труда, они планируются именно в апреле. Это связано именно с месячником по охране труда, то есть с самим непосредственно. Месячник по охране труда, он на самом деле приурочен к Дню охраны труда, Международному дню охраны труда 28 апреля, который у нас празднуется. На самом деле сравнительно не такой уж старый праздник, молодой, он был учрежден в 1996 году Международной организацией труда. И с 2003 года более 100 организаций его, в принципе, признали. И на сегодня у нас тоже также профсоюзы участвуют активно в месячнике по охране труда. У нас месячник охраны труда, как вы все знаете, начинается именно с распоряжения правительства Республики Саха-Якутия. Это 336 от 5 апреля 2018 года это у нас он идет. То есть ежегодно министерство, соответственно, администрации муниципальных образований, это на республиканском уровне, именно в самих организациях начинают проводить месячник охраны труда. Это на самом деле такая большая помощь именно тем, кто занимается охраной труда. Допустим, это очень важно. Специалистам, тем, кто отвечает за безопасность, не всегда получается отвлечь работников от производства именно для каких-то обучений или еще что-то. Поэтому, да, это очень, допустим, важно для охраны труда. Да, очень важно, действительно. А как профсоюзы участвуют в проведении месячника? Профсоюзы на сегодня, если брать пересмотр локальных нормативных актов, все локальные нормативные акты обязаны согласовываться с профсоюзами. В месячник по охране труда также проводится обучение по охране труда, по оказанию первой помощи, пересмотр системы управления охраной труда. Также проводится специальная оценка условий труда, в которой также участвуют представители первичных профсоюзных организаций. Проводятся круглые столы, проводятся всевозможные организационные мероприятия, такие как конкурсы лучшей своей профессии, проводятся конкурсы, допустим, лучший специалист по охране труда, лучший уполномоченный по охране труда. Это возможность для тех, кто занимается охраной труда, встретиться с такими же на каких-то площадках, на каких-то форумах, обсудить проблемы по охране труда, какие-то свои положительные практики поделиться, своими положительными практиками и, соответственно, поделиться или получить взамен что-то от других. Это вот так вот, в принципе. Общественный контроль за охраной труда профсоюзами. В чем его суть? Дело в том, что это на сегодня самый эффективный контроль за охраной труда. На самом деле, если брать любую организацию, в них есть в каждой организации есть человек, специалист по охране труда, либо служба по охране труда. Также есть
допустим, либо это лицо, отвечающее за охрану труда. Но на сегодня в должностные обязанности зачастую этих специалистов более расширенный перечень обязанностей входит. Это и пожарная безопасность, промышленная, экология, гражданская оборона, антитеррор. И они, то есть, физически не могут контролировать охрану труда. Там, где есть общественный контроль по охране труда, в каждом структурном подразделении выбирают уполномоченного по охране труда. То есть это дает возможность, ну, то есть в каждом структурном подразделении иметь человека, который ежедневно, допустим, ежечасно и даже ежеминутно контролирует охрану труда. В случае выявления какого-то замечания, в случае выявления каких-то отклонений от норм, соответственно, он сразу же извещает службу по охране труда и выписывается представление, предписание, да, либо самим, либо совместно со службой охраны труда, который ложится на стол руководителя, и, соответственно, это предписание выдается именно руководителю того структурного подразделения, где выявлено замечание. И, соответственно, оно своевременно исполняется, да, устраняется. Там также указываются сроки, либо устранить незамедлительно, либо, если это требует каких-то технических, каких-то организационных мероприятий, конечно же, ставятся сроки. Но, тем не менее, выявляется быстро, и, соответственно, это очень сильно снижает травматизм. Именно там, где этот вид контроля действует очень эффективно. Ну вот вы уже начали говорить о таком специалисте, а вот если конкретно, какой специалист отвечает в учреждениях и предприятиях за охрану труда и каковы его обязанности? Ну, в каждой организации на сегодня должна быть разработана и утверждена система управления охраной труда. Там четко должно быть расписано, кто за что отвечает, начиная от работника, специалиста и заканчивая самим руководителем. На самом деле работники тоже должны отвечать, ну, как за охрану труда, во-первых. Но ответственность за охрану труда, конечно же, назначается приказами. Это непосредственно руководители структурных подразделений. Дело в том, что да, они непосредственно являются руководителями, у них есть подчиненные, и они непосредственно направляют на работу своих подчиненных. Соответственно, они видят каждый день их, они должны их обеспечить им безопасные условия труда, проинструктировать на рабочем месте, то есть проконтролировать их обучение, прохождение медицинского осмотра. Далее идет специалист по охране труда, который занимается контролем. То есть он проверяет структурные подразделения на предмет ведения тех же документаций, да, журналов. Также, кстати, руководители структурных подразделений являются непосредственными исполнителями по разработке инструкций по охране труда, которые впоследствии также, да, согласовываются с профсоюзами, ну и, соответственно, со специалистом по охране труда и утверждаются руководителем. Чем регламентируется участие профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве? Ну, участие профсоюза регламентируется Трудовым кодексом, а конкретнее 229 статьей Трудового кодекса, формирование комиссии по расследованию несчастных случаев. Если брать легкие несчастные случаи, то обязательно в комиссии должен быть представитель первичной профсоюзной организации. Если брать тяжелые несчастные случаи, групповые или смертельные, то здесь уже включается в комиссию представитель Федерации профсоюзов. На сегодня, то есть помимо меня, такую доверенность имеют еще 4 технических инспектора. Это Риском здравоохранения, с Рискома образования, Рискома от Алроса, да, Профалмаз и Якутуголь. Вот интересно, от каких организаций больше всего приходило извещение о групповых, тяжелых, смертельных даже, да, травмах на производстве, и какие полномочия профсоюзов также в таких ситуациях? Ну, за 2024 год мы получили 186 извещений. То есть мы участвуем в расследовании всех несчастных случаев, вне зависимости, есть профсоюзы или нет. То есть и 137 из них, это почти 74%, там, где нет профсоюзов. Но, тем не менее, самое большое число всегда травматизма – это у нас промышленные районы, в промышленных предприятиях, при выполнении опасных работ, которые работаются по наряду допуску.
Ну, на самом деле, вот этих промышленных предприятиях вот большая доля из 59 несчастных случаев, которые вот на конец года у нас были завершены, 33 несчастных случая именно вот в промышленных предприятиях. 18 человек погибло за год. На сегодня, ну вот, тем не менее, на сегодня, там, где, вот еще раз повторюсь, профсоюзы, у нас травматизм намного меньше, так как у нас на сегодня уполномоченных лиц только 1727 человек и технических инспекторов 53 человека, то есть, которые выявили за год более 5000 проверок. Соответственно, это снизило намного травматизм, да? Где-то какое-то нарушение, возможно, это произошел бы несчастный случай. А если брать 25 год, то по сегодняшний день у нас уже 55 извещений о несчастных случаев. Ну и говорить, что вина только работодателя, плохая организация или неэффективная система управления, это, ну, не всегда, конечно, но бывает такое, что дисциплина среди работников тоже плохая. На самом деле есть несчастные случаи и в алкогольном, да, либо последствия употребления алкогольного опьянения, последствия употребления запрещенных каких-то веществ, есть ножевые ранения. Все это на рабочих местах происходит. Есть обморожение, конечно же. Ну, из 55 несчастных случаев 9 у нас связано с транспортом. На сегодня 4 это по данным связано со строительством. Ну, естественно, есть даже такие, как суицид. То есть это у нас такое извещение есть. Есть, соответственно, сокрытые несчастные случаи. Но если брать в целом по стране, конечно же, число сокрытых несчастных случаев растет. То есть это где-то от 500 почти до 1800 уже по стране. То есть с 2020 года где-то от 500 до 1800 уже. Но в выросло. республике, я вас правильно поняла, она снижается, да? Да. То есть ну, у нас не такой большой, слава богу, надеюсь. Но у нас в целом несчастных случаев, конечно же, по сравнению с 23 годом меньше. Если брать 23 год 81, то здесь, конечно же, против 59. Но если мы считаем, мы же дозавершаем часть несчастных случаев, которые произошли в 2024 году, то на сегодня 66. Но это в любом случае меньше, конечно. Ваши пожелания техническим инспекторам, уполномоченным лицам по охране труда? Ну, на самом деле, хотел бы пожелать техническим инспекторам профсоюзов, уполномоченным лицам по охране труда, спокойных трудовых будней, конечно же, без несчастных случаев, без каких-то чрезвычайных происшествий, дружных коллективов, конечно же, взаимопонимания с руководством. И, соответственно, хотел бы поздравить с завершением месячника по охране труда и, конечно же, с прошедшим международным днем охраны труда. Ну и, конечно же, пользуясь возможностью, с наступающими майскими праздниками. Ну что ж, Валентин Иванович, спасибо, что вы уделили свое время и ответили на наши актуальные вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.